Ну и в завершении выпуска. Студеные крещенские морозы в Якутии уже позади, но холода продолжатся. Об этом сообщают синоптики. В эти дни водителям, охотникам и особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо быть особенно внимательными. Как выжить, если вы попали в снежный плен на трассе, расскажет наш корреспондент Виталий Абрамов. Предстоящие пару дней в Якутии с запада подойдет порция относительно теплого циклона. Возможны осадки. В Вилюйской группе Улусов температура воздуха может подняться до минус 25 градусов. Похожая погода будет и в центральных районах. Но все это временно. Такой характер погоды сохранится. С пятницы на субботу потеплеет. Немного. Дневные будет 30-35 градусов мороза. И в последующем опять у нас будет тоже холодно. Так что низкие температуры еще вернутся. В эти дни водителям, охотникам и особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить внимание на техническое состояние своего автомобиля. Игорь Любимец не понаслышке знает об этом. На подъеме груженный подзатянул, и в общем машина заглохла. И как обычно на морозе, еще в 90-е годы, аккумуляторы старые, аккумуляторы завести не смогли, замерзли. И пришлось нам, благо был бензовоз и 8 тонн солярки за спиной. Пришлось кострить и греться кострами. В подобном случае банальная поломка превращается в настоящую борьбу за выживание, особенно при наших морозах. Обыграем ситуацию. Сдох генератор, в итоге сел аккумулятор, а вы понятия не имеете, сколько еще до ближайшего населенного пункта. В таком случае любой опытный водитель всегда держит у себя в багажнике дополнительный комплект теплой одежды. То есть теплые вещи – это первая необходимость для того, чтобы ехать на север в гости в Якутию или выезжаешь с Якутии. Территория большая и холод он везде достанет. Надеяться на себя не надо. В любом случае стоит позвонить спасателям по единому номеру 112. Она работает и без сим-карты, связи нет, деньги на телефоне кончились. Это бесплатный номер. Они всегда работают везде. Далее, если не знаете местность, лучше оставаться на месте и не искать приключений. Также не стоит засиживаться и постоянно двигаться, и ни в коем случае не засыпать. В крайнем случае можно приступать к жжению частей автомобиля – кресел, обшивки и колес. Если нет дров и еще что-то, есть запасное колесо. Оно горит примерно 30-40 минут. Обязательно должен быть кто-то, кто будет знать, куда, зачем и каким маршрутом вы поехали. В тот момент, когда вы не выйдете на связь, уже они смогут сообщить о вашем исчезновении спасателям. На территории Республики Саха-Якутия продолжает патрулирование 7 опасных участков с риском снежных заносов на федеральных автодорогах Лена и Колыма 6 оперативными группами в 4 муниципальных районах. Что остается добавить? Путешествие по зимним дорогам и вид замерзших автомобилей у обочин наводит на мысль, уж больно высокую цену приходится иной раз платить за ошибки. Соблюдайте эти нехитрые правила, и пусть вам никогда не пригодится описанный выше опыт. Виталий Абрамов, Павел Танин, НВК Саха, Якутск.